Можно ли нам поздравлять христиан с их праздниками, пожелав им добра? Если ты преследуешь этим вопросом плохую цель, то мы просим Аллаха наставить тебя на путь истины. А если цель благая, а мы так и будем думать, что ты преследуешь хорошую цель, тогда послушай ответ. Разговоров много. Будем ли мы говорить им то-то, как мы будем к ним относиться, будем ли мы их посещать, будем ли здороваться с ними, и разговоров вокруг этого вопроса много. А у меня для тебя есть одно слово, о котором мало кто спрашивает. Какие качества мы к ним проявим? Что из себя представляет вопрос, когда я говорю христианину, иудею, буддисту или кому-то другому из моего города или из чужого, пожелаю ли я им добра или нет, поприветствую ли я их или нет, поздравлю ли я их или нет? Вопрос, увидел ли он в моем поведении, которое более красноречиво, чем совестный язык, свет моего нрава и великодушия, или не увидел? Ты понял ответ? Любой немусульманин, если он не будет явно воевать с тобой, направив на тебя оружие, он объект моего призыва, моего милосердия и пожелания ему добра. Чтобы я ему показал, каково воспитание нашего господина Мухаммада, у которого был сосед-иудей, подбрасывавший мусор на его пути. Каждый день ставил на пути пророка мусор. А пророк, саллаллаху алейхи вассалам, относился к нему с милосердием и ничего ему не говорил. Не причинял вреда и не повышал на него голоса. Не стеснял его. Ты же хочешь пример пророка, речь пророка, желаешь его сунны? Вот она перед тобой. Этот Зимми из Ахлюль-Китаб, не являвшийся мусульманином иудей, который жил рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалам, не воевавший с мусульманами, он причинял вред пророку. А пророк показал ему, как будет вести себя последователь Мухаммада в отношении к нему. Пророк обучил нас, как вести себя, хотя тот бросал мусор на пути пророка. Однажды пророк не увидел этот мусор. На следующий день тоже, потом следующий, и поинтересовался, что случилось с соседом-иудеем. Ему ответили, что иудей болен. Тогда пророк сказал, необходимо его проведать. Вот, учись, придерживайся этого метода, воспитывайся по нраву нашего господина Мухаммада. Тогда посланник Аллаха отправился посещать его. Когда пророк вошел к иудею, он был глубоко тронут, потому что кем бы он ни был, он находился в конце своей жизни. А человек может быть тронут тогда, когда он видит подлинный благой нрав, который не является притворством и временным явлением. Когда человека трогает нрав другого человека? Тогда, когда он видит этот нрав утвердившимся в тебе, а не изменяющимся с изменением взаимоотношений. Иудей затрепетал и заплакал. Пророк сказал, «Я пришел посетить тебя, узнав, что ты болен». Иудей сказал, «Протяни свою руку, о Абуль-Касим. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник. Сможешь так говорить? Дорога перед тобой открыта».